В ботаническом саду настоящая зимняя сказка. Это место прекрасно в любое время года, но зимой оно приобретает особую красоту, величественность и великолепие. Вокруг растения в длинных белых шубах, и даже пеньки надели шляпы. Однако в результате выпадения снега пострадал колхидский самшит, которому было более 50 лет. Излишняя влага и снег, излишняя влага, он малейший наклон имел, и корневая система была очень ослаблена. Жалко, обидно, ну, конечно, мы имеем еще, но он украшал наш сад. Самшит растет в год только 1 сантиметр. Его называют кавказской пальмой, это украшение нашей природы вообще. Знаете, сейчас вот у нас же в лесу их немало было, а сейчас их нет. Опасность снег представляет и для редких видов пальм и бамбука. По словам Эдуарда Губаз, немного пострадали бамбуковые насаждения, некоторые виды вовсе упали. Это все из-за того, что у бамбука не такие крепкие корни, соответственно, он может сломаться или согнуться. Так и случилось. Колоссальный ущерб нельзя сказать, ну, есть поломки. Бамбук растет в течение 2-3 месяцев. Вот сейчас вы видите, да, у нас там 10-метровые, есть 5-метровые. Они в течение 2-3 месяцев, они больше не растут никогда, а просто они ствол крепчает. То есть это не отразится на красоту нашего парка. Ну, чуть-чуть менее гуще будет, но уже, ну, это имею в виду до мая. А мая новые ростки появятся. Работники ботанического сада к зимовке готовились заблаговременно, и с наступлением холодов теплолюбивые растения уже были защищены, а ценные виды растений перенесены в теплицу. Ну, в основном саговники – это древнейшие растения, вы знаете, и многие виды пальм, ну, а также и другие растения, ну, до 300 наименований, значит, у нас укрыты. Молодые растения надо спасать, понимаете? В основном, значит, молодые растения мы трусим, дежурим. Позавчерашний снег был тяжелый. Вот когда пушистый, когда менее водянистый, он не так опасен. К концу прошлого года меценатам из России ботаническому саду был сделан подарок – 1500 корней гортензии разных видов. Их уже посадили, сегодня они покрыты снегом, а уже летом яркие цветы будут радовать посетителей. У нас есть единичные экземпляры, в Абхазии нигде больше не растут. Их надо сохранять. А они, знаете, некоторые здесь делают местом отдыха. Это не место отдыха, это музей. У нас есть очень много лекарственных растений. Есть люди, которые разбираются, ведь особенно наши местные ломают веточки, значит, берут плоды, что совершенно недопустимо. У нас везде стоят надписи, везде предупреждающие, что, значит, нельзя трогать растения, нельзя подходить к растениям, нельзя ходить сюда с собакой, нельзя на велосипеде. Но это все нарушают наши местные. Я вам скажу, охрана есть. Ребята очень стараются. Вообще в других городах милиция охраняет. Но мы здесь не смогли добиться. Я обращался, но не получается. Зима не зима без настоящего пушистого воздушного снега, столь редкого явления для субтропической Абхазии. Заторы на дорогах, отсутствие электричества – все это, безусловно, омрачает зимнюю сказку. По поручению главы администрации города Сухум Беслана Эшба сотрудники коммунальных служб принялись за свои обязанности в ночь на 16 февраля. Сейчас ситуация находится под контролем, ведутся все необходимые работы, техника есть. Где подсыпка, песок надо было на подъемах, на спусках. Всю ночь наши службы работали, деревья попадали, стволы от деревьев. Вот эти проблемы мы сегодня целый день устраняем, еще много работы. Я думаю, что до вечера все вот эти проблемы созданы природой, я думаю, что все это устраним. На берегу, вот где олеандра растет, там тоже встряхивают с утра, пальмы встряхивают, чтобы ветки не ломались. А у резиденции президента внутри там, значит, линии попадали электрические, там деревья попадали, все это в данное время устраняется. Снегопад, конечно же, приносит определенные проблемы, особенно для Южной Абхазии. Но глядя на нашу прекрасную столицу в ослепительно-белом снежном одеянии, понимаешь, что каждая погода – благодать. Сария Кварцхеля, Алексей Баструков, Заур Кварча, Абхазское телевидение.